Мурат Зязиков через день после взрыва впервые выезжает за ворота. Новый «Мерседес» точно такой же, как был, только без номеров. По дороге во дворец кортеж останавливается на месте чудесного избавления. Есть Всевышний, вот его нам надо всем бояться и помнить, что он есть. И вот эти уроды тоже должны помнить, что это есть. Единственное, чего я боюсь, это Всевышнего. А все остальное, это на все более Всевышнего. Мы так рады. Приближенные долго не пропускают президента в его кабинет под золотым куполом. После работы с документами Зязиков любит выйти прямо на крышу, полюбоваться своей республикой. Вот видите, да, вот это уже закладывается. Здесь здание Верховного суда, МВД республики, Генеральная прокуратура, то есть прокуратура республики, точнее. Значит, фонд социального страхования мы построили, налоговую инспекцию уже построили, мэрию построили. Когда за хребтом Чечня, стиль управления специфический. Демократично, как бы авторитарный, тоже неправильно будет слово. Но здесь как бы демократично-военный такой, как бы. Вот такое что-то такое опосредованное должно быть, потому что здесь люди привыкли к порядку. Когда Мурат Зязиков въехал в этот дворец, в холле он повесил картину с национальными мотивами, а на своей половине фотографии Путина. И над столом, и в комнате охраны, и в комнате отдыха. Вот это Путин, ты, и еще я, и ты. У Зязикова дома Путина знает даже 4-летний сын Миша. А кем папа работает, знаешь? Да. Кем? Путин. Ну, как Путин там, да? Как Да. Путин в Москве, здесь, в Ингушетии, да? Да. Про